Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте! Я приветствую всех, кто готов изучать казахский язык вместе с нами на suyle.tv. Казахский советский писатель, переводчик, критик и драматург, общественный деятель Габит Мусрепов писал: «Язык развивается лишь там, где на нем говорят, пишут, делятся мыслями. И если что-то из этого не соблюдается, языку будет сложно выжить». Габит Мусрепов – признанный мастер искусства слова. Экономно и вместе с тем энергично кисть художника. За каждым его выражением, за малозначащим на первый взгляд, а на самом деле продуманной деталью скрывается большой смысл. Отан – родина, отчизна, туған жер, родная земля, ата жұрт, земля предков, менің сүйікті қалам, мой любимый город. Сын есім, имя прилагательное, обозначает признаки, качества, свойства предметов и отвечает на вопросы «кай», «кандай», «какой», «какая». Именно прилагательные не изменяются по числам, падежам и принадлежности. Например, кең дала – широкая степь, қалың орман – густой лес, көгілдір аспан – голубое небо. Көмекші сөздер – служебные слова. По смыслу соответствуют предлогам русского языка. Например, алдында – перед ним, артында – позади него. В словосочетании они находятся после основного слова, стоящего в родительном падеже, лексептік. Например, кеңсе – офис, кеңсенің алдында – перед офисом. Үй – дом, үйдің артында – за домом. Работа – жұмыс, жұмыстың қасында, жанында, около работы, рядом с работой. Ғимарат – здание. Ғимараттың ішінде, в здании, внутри здания. Үйдің сыртында, вне дома. Үстел – стол. Үстелдің үстінде, на столе, над столом. Үстелдің астында, под столом. Құжат – документ. Құжаттардың арасында, среди документов. Ғимараттың айналасында, вокруг здания. Слова арасында и ішінде могут употребляться одинаково в значении между или среди. Например, таудың арасында, среди гор, в горах. Таудың ішінде, среди гор, в горах. Көмекші етістіктер – вспомогательные глаголы. Они не переводятся, только указывают на совершение действия в данный момент. Переводится только основной глагол. Вспомогательные глаголы тор, жүр, отыр, жатыр могут характеризовать совершение действия в какой-то одной из этих поз. Стоять, ходить, сидеть и лежать. Например, мен жазып тұрмын. Если буквально перевести, я сейчас пишу стоя. Мен жазып жүрмін. Я сейчас пишу и хожу. Мен жазып отырмын. Я сейчас пишу сидя. Мен жазып жатырмын. Я сейчас пишу лежа. Не следует переводить эти предложения буквально. Все 4 вспомогательных глагола тор, жүр, отыр, жатыр расположены в таком порядке, потому что с каждым последующим словом увеличивается длительность действия. Повторяйте за мной. Мен жұмысқа келе жатырмын. Я иду на работу. Сен кеңсеге келдің бе? Ты пришел в офис?
На сегодня все. До свидания, до следующих встреч. Кездескенше хош сау болыңыздар.